Друзья всем мира! Сегодня речь о том, как сосуществовали два государства – Казахское ханство и Ногайская орда в первой половине 15 и до середины 16 веков. Алга. В майском послании 1578 года в Москву правитель Ногайской орды писал: «А с Акназаром царем и с его отцом, с Урусом царем наш прадед Идыгей, князь, от тех мест и по ся места в недружбе великой бывали. Таковы они, недруги наши». Политическая идея и воля Урусхана в 60-70-х годах XIV века предусматривали объединение всего восточного Дашта с включением в его состав степного Волго-Яицкого междуречия. Поэтому закономерным и вполне понятным было противоборство Урусхана и Едыге и их сыновей и потомков. Тем более, что степное Волго-Яицкое междуречие с конца XIV века стало базовой территорией формирования суверенной Ногайской орды. После гибели Эдыгея и окончания его гегемонии в степи политическую идею Урусхана в начале 20-х годов 15 века воплощал в дело его потомок Барак-хан. Он имел устойчивое сопротивление в лице потомков Эдыге мангитов. Так что на этом этапе истории протоказанские и ногайские правители действительно были друг другу недругами. Но исторические реалии были таковы, что после эпохи противоборства Едыге с Урусханом и его потомками не раз ногайские и казахские политические объединения действовали сообща. Почти столетие, с конца XIV до конца XV веков, ногайские и узбек-казахские племена находились в мирных отношениях друг с другом. Мангыты, нагаи, кочевавшие близ Сырдарьи в 80-х годах 15 века, поддерживали казахов в их борьбе с шибанитами. Про государство шибанитов смотрите наш 21 выпуск. Нагаи, объединившиеся под властью Мусы и Ямгурчи, а также отряды тюменского шибанида и Бакхана, про которых мы рассказывали в выпуске о Сибирском ханстве, приняли активное участие в сокрушении Большой Орды, в событиях, которые, как принято считать, положили конец монголо-татарскому иго на Руси. Таким образом, Ногайская орда была активным внешним фактором, ускорившим как распад государства кочевых узбеков, так и Большой Орды. Поляк Матвей Миховский в трактате о двух сарматиях характеризует Ногайскую орду как молодую, позднее других возникшую. Кроме Ногайской, он перечисляет Заволжскую орду, Большую Орду, Перекопскую орду, Крымское ханство, Казанскую орду, Казанское ханство. Добавляет еще и пятую. Он пишет: не имеющую императора, и называют ее казахской. Именно так виделись центры силы из Восточной Европы на территорию бывшей Золотой Орды в начале 16 века. В 80-х годах 15 века расширение границ Ногайской Орды произошло за счет западных территорий, где в условиях упадка Большой Орды ногайские мурзы уже полностью контролировали левобережье Нижней Волги. На востоке же свои права на бывшие кок-ордынские земли настойчиво предъявляло Казахское ханство, объединившее постепенно большинство казахо-узбекских кочевых племен и выступившее на международной арене как наследник державы упомянутого выше Урус-хана. Расположение ногайских кочевий в конце 15 века свидетельствует о том, что в некоторых местах они стали непосредственно примыкать к казахским. Факты же о ногайско-казахских столкновениях в конце 90-х годов 15 века в источниках не упомянуты. Казахское ханство к началу 16 века приближалось по размерам своей территории к Кок-Орде. Династия шибанидов к этому времени окончательно теряет свое влияние в степных районах. Против нее все успешнее действовали как нагаи, так и казахи. Казахи уже в первые годы 16 века заняли степи Северного Приоралья, включив, по видимости, в свои ряды оставшиеся улусы шибанитов. Разумеется, расширение пределов казахского государства на Западе не могло не сказаться на ногайско-казахских политических отношениях, которые осложнились, так как усилилось соперничество этих двух государств за обладание пастбищами и торговыми путями, за политическое влияние на смежных территориях. В самом начале 16 века многие восточные ногайские улусы, видимо, попали под власть казахских правителей. После смерти Мусы и Ямгурчи с 1507 года князем называется в посольских документах их троюродный брат Асан. Попытку подчинить своему политическому влиянию Ногайскую орду предпринял Крым. По сообщениям
полученным в Москве в сентябре, нагаи потерпели жестокое поражение. Мурс пограбили, улусы, икуны, кони и верблюды, овцы и животину, ничего не оставив, взяв, увезли. В последующие годы крымские походы повторялись, и многие нагайские улусы были вынуждены признать свою зависимость от Крыма. Нагайские мурзы оказались в тисках. На западе, утверждая свою власть, крымские правители, с востока наступало казахское ханство. Усиление казахского ханства при хане Касыме оставило значительный след как в исторической памяти казахского народа, так и в письменных источниках. В результате активации внешней политики казахскому ханству удалось закрепить за собой присырдарьинские земли, имевшие большое торгово-экономическое значение, а также одержать верх над Ногайской Ордой. Противоречия между Крымом и нагаями, нагайскими мурзами и Астраханью казанские правители использовали для укрепления своих позиций в степях Дашты-Кыпчака. В условиях крымских вторжений в Ногайскую Орду и гегемонии казахского ханства в Дашты-Кыпчаке на территории к востоку от Яйка, между ногайскими правителями вспыхнула междоусобная борьба, во главе которой стояли сыновья Мусы, братья от разных матерей Шыгым и Алчагыр. Алчагыр одержал верх, однако Шыгым все еще имел самостоятельность, а междоусобица еще сильнее ослабила Ногайскую Орду. В итоге в 1516 году делегация ногайских мурз прибыла в Крым. Источники не оставляют сомнения в том, что нагаи шли на уступки Крыму, испытывая сильное беспокойство от углубляющегося конфликта с казахскими правителями. Не меньшая угроза исходила и со стороны Астрахани, правители, которые сделали немало для сжигания междоусобной войны нагаев. Перевес казахского ханства в соперничестве с Ногайской Ордой во втором десятилетии XVI века можно заметить по данным о численности войск Касым-хана, приводимые в восточных хрониках. По данным Мухаммед Хайдара Дуглати, рассказывая о зимнем походе Шейбани-хана 1509-510 годов на казахское ханство, он пишет, что войско казахов в ту пору было более 200 тысяч человек. В дальнейшем, по данным хронистов, количество воинов в армии Касым-хана только росло. В 1519 году Касым-хан вытеснил еще несколько влиятельных ногайских мурз на запад за Волгу, чем поставил Ногайскую Орду в весьма трудное положение. Документы из архива посольского приказа повествуют следующее. От Нагаи сказывают, посол приходил от Шыгым-Мурзы к крымскому хану, Шакур Чабаев сын, а приходил он с тем, сказывают, что им тесно от казацкой орды. В 1519-20 годах Шыгым потерпел окончательное поражение от Касым-хана. Зимой 1520-21 Шыгым, лишившийся своего улуса, был перехвачен астраханцами и вскоре ими же и казнен. В письме крымского хана Мухаммад-Гирея I турецкому падишаху Сулейману II, вступившему на престол 30 сентября 1520 года, говорится следующее. Здесь, на территорию, где первоначально проживало перед этим подчиненное нами племя Нагай, прикочевало вместе с ханами многочисленное племя, зовущееся Казах, и разместилось там. Историк Шанталь Лемерсье Келькеже дала совершенно неверную трактовку этим сообщениям. Она предположила, что речь идет о донских казаках, удивляясь столь раннему их появлению на исторической арене. Здесь сыграло свою роль то обстоятельство, что усиление казахского ханства, рост ее территории на западе, покорение Дашты-Кыпчака при Касым-хане оставалось долгое время вне поля зрения историков. Наиболее деятельные ногайские правители сумели в эти трудные для Ногайской Орды годы использовать острые противоречия между Астраханью и Крымом, прибегнув к ловкому лавированию между ними. Когда в 1521 году крымский хан и царевичи совершили опустошительный поход на Москву, астраханцы, союзники Москвы, напали на крымские улусы, увели много пленных и захватили большое количество скота. В конце 1522 года Мухаммед-Гирей при поддержке нагайцев и отрядов Ших-Мамая выступил в ответный поход, взяв Астрахань, изгнав оттуда хана Хусейна. Но Крым торжествовал недолго. Нагаи устрашились объединения Крыма, Казани и Астрахани под властью гиреев и составили заговор, который возглавили двоюродные братья, сыновья Емгурчи и Мусы, Агыш и Мамай, а также Мангыт Тимеш-Мурза. Мухаммад-Гирей и его сын Батыр-Гирей и свита были убиты. Кстати, о Мухаммад-Гирее I вы можете узнать из нашего выпуска о попытках восстановить улус Джучи.
В начале 20-х годов 16 века ногайские кочевья продолжали смещаться на запад, а поражение Мухаммад-Гиреева 1523 года открыло для нагаев заперекопские степи, куда нагаи и стали вливаться широкой волною. Таким образом, противоборство Ногайской Орды и Казахского ханства, в результате которого произошло вытеснение ногайских улусов на правобережье Волги, оказало существенное воздействие на отношения ногайцев с Крымом, Астраханью, Московским государством, а также на крымско-астраханские и русско-крымские отношения. После смерти Касым-хана теперь же в Казахском ханстве вспыхнули междоусобицы. Ногайская же Орда, сохранив самостоятельность, в 1524-25 годах вновь усилилась настолько, чтобы можно было ставить целью возвращение Волго-Яицкого междуречия и других восточных земель, отошедших к Казахскому ханству. Казахский хан Тахир уже в первые месяцы своего правления испытывал сильные затруднения из-за противодействия ногайских мурз. В связи с этим он решил укрепиться с другой стороны своих владений, налаживая контакты с могульскими ханами. Ногайцам примерно в это время удалось заключить союз с астраханцами, которые считались с огромной военной мощью ногайцев. Возможно, именно тогда был определен астраханский выход в 40 тысяч алтын в пользу Ногайской Орды. Вероятно, летом, осенью 1525 весной 1526 ногайские мурзы организовали крупные походы на казахов и одержали решающие победы над казахскими правителями. Таким образом, во второй половине 1525-26 годов Волго-Яицкое междуречье, прилегающие к нему земли к востоку от Яйка, отошли от казахского ханства. По сведениям Герберштейна, нагаи живут за Волгой, около Каспийского моря по Яйку. Подвластные им земли поделены между тремя братьями. Шидяк, как старший, владел городом Сарайчаком и междуречьем Нижней Волги и Яйком. Кашум – территорией, заключенной между реками Яйком, Ра, то есть Волгой, и Камой, то есть кочевал севернее Шидяка, а Ших-Мамай занимал часть области Сибирской и всю окрест землю, лежащую в страну. К концу 20-х годов 16 века Ших-Мамай уже вряд ли вел наступательную политику на казахских правителей, так как его, видимо, больше занимали казанские события. Будучи тестем казанского Сафа Гирея, он отправил хану на помощь старшего сына во главе ногайского войска. Тогда в 1530 году русские подступили к стенам Казани. Динамику развития ногайско-казахских отношений в первой половине 30-х годов определить довольно сложно. В целом, 30-е годы являются временем активного противоборства ногайских правителей с казахскими. Причем ситуация складывалась так, что казахские ханы и султаны теряли контроль над западными улусами, где утверждалась власть Ногайской Орды. Тахир-хан к концу жизни, смерть которого случилась в 1533 году, владел лишь небольшой частью юго-восточных земель казахов. Распад единого государственного организма казахов, постоянные распри приводили к тому, что отдельные улусы, ханы и султаны находили убежище у ногайских правителей. Раздоры между казахскими улусами не только влекли за собой территориальные уступки Ногайской Орде, но и порождали другие внешнеполитические трудности, что прямо влияло на ход казахско-ногайского политического соперничества. Ногайская Орда заключила союз с шибанидами Мавераннахра, Ургенча и Ташкента, куда вскоре присоединился и могульский хан Абдурашид. Он изменил традиционный внешнеполитический курс своего правительства, перейдя от союза с казахами против шибанидов Мавераннахра к союзу с шибанидами против казахских ханов. Этот поворот в политике могульского государства не мог не сказаться на ходе противостояния ногайских и казахских правителей, в котором перевес первых неизбежно должен был стать ощутимым. Результатом организации антиказахского союза явилось военное поражение казахов в 1537 году. Поражение казахов привело к дальнейшему смещению ногайских кочевий на восток и утверждению власти над рядом казахских улусов Мурс-Ногайской Орды. В 40-х годах 16 века факты казахско-ногайских столкновений источниками не отмечены. Вероятно, они прекратились.
Казахские правители, в том числе султаны, имевшие улусы на западе, оставались в зависимости от ногайских мурс и, возможно, принимали участие в некоторых внешнеполитических шагах Ногайской Орды. В результате внутренних неурядиц и поражений от соседних государств к исходу первой половины XVI века казахское ханство ослабло и некоторое время не могло составить конкуренцию Ногайской Орде на территории современного западного Казахстана. Друзья, таков наш краткий обзор на события между этими двумя государствами до середины XVI века. Отношения казахско-ногайского противостояния представляют особые интересы, и в будущем мы обязательно осветим события второй половины XVI века и далее. Делитесь своими мнениями в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал, а мы в свою очередь посчитаем, кого больше – ногайцев или казахов смотрят татары сквозь время. С вами был Ренат Хабибуллин. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.